Мельников Николай Григорьевич. Родился 7 ноября 1925 года. Проживал в Оренбургской губернии. В январе 1943 года был призван в ряды советской армии. В учебном автополку прошел курсы и затем был переброшен в тяжеломинометную бригаду номер 16 14-й батареи. В этом составе он воевал сначала на Белорусском фронте, а впоследствии на Первом Украинском фронте, где командовал маршал Конев. Мой дед имеет награду, медаль за отвагу, за то, что во время военных действий и наступательных операций у него не было поломок автомобиля, что было вовремя подвозились снаряды. Вот за это был награжден медалью за отвагу, что сумел сохранить боевую машину. В октябре 1945 года был демобилизован, а в 1949 году приехал в Казахстан, в частности сюда, в село Новокубанка. Сначала работал водителем в колхозе 18 лет Казахстана, а с 1955 года по 1985 год был водителем МАЗа в Ремтрак-сервисе. Дед о Великой Отечественной войне вообще ничего не говорил. Он всегда, когда ему задавали вопросы, он говорил: а что там говорить? Грязь, кровь, снаряды, больше ничего, вообще ничего не говорил. Когда я уже начала работать в школе, и мы собирали какие-то интересные факты, сведения и вообще автобиографические данные о живых еще ветеранах, то вот единственный раз он сказал, что однажды у них был проложен определенный маршрут проезда машин со снарядами. И нельзя было, разведчики перед этим проходили этот маршрут, выведывали, значит, чтобы машины не попали в логово врага, так будем говорить, или в тыл врага. Вот. И он говорит, что начальник этой колонны был родом из этих мест, но это где-то где была Украина, вот ближе к Польше, к Чехословакии, там вот освобождение шло. И он говорит: я здесь родом, давайте, говорит, парни, вот на 15 минут только мать увижу, и все, и дальше назад. И вот когда они повернули, они опоздали в место прибытия на 15 минут. За то, что он как начальник допустил невыполнение приказа, перед строем расстреляли его впоследствии. Это было как вот уроком в дальнейшем для всех водителей, для ответственных за эти колонны со снарядами, потому что они же тягали эти артиллерийские минометы, вот большие артиллерийские орудия. Вот, что нельзя было допустить, потому что это могло быть... Никто не знал, в этой деревне были немцы или не были. Могли попасть в засаду, допустим. Вот так вот показательно. Есть 23 внука. На сегодняшний день 12 правнуков и 2 праправнука. Я желаю всем здоровья, чтобы мы с вами сохранили этот мир для своих детей, внуков, правнуков, что память жива о ветеранах, об их подвиге.